Добрый вечер, Ингушетия. Сегодня в нашей студии снова представители комитетов Ингушского комитета независимости, Саха-Якутии и Бурятского комитета независимости. Протесты в Башкортостане душат, как могут, репрессии идут, но мы на связи с нашими братьями с башкортами, и я думаю, что Руслан еще появится в нашей студии. А сегодня в фокусе события, которые произошли на этой неделе в Якутске. И я думаю, что наши гости, представители Саха Резистанс и Якутского комитета расскажут нам. Сегодня у нас Раиса Зубарева, Владислав Амосов и Никита Андреев. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Зрители. Давайте я начну, да, немножко небольшая предыстория, что случилось вообще 20, по-моему, января, если не ошибаюсь, поправьте меня, коллеги. У нас в одном из клубов якутских случился конфликт между уроженцем Таджикистана и уроженцем республики. Вот на следующий день они встретились уже со своими, ну, скажем так, со своей поддержкой, да, с каждой стороны были там, по-моему, по 5-6 человек. В общем, была драка, поножовщина, и в этой поножовщине погиб житель республики, житель Намского улуса, 26-летний мужчина. Вот. Но несколько дней эта ситуация в соцсетях разогревалась всячески, подогревалась. И 24 числа люди вышли на, ну, такой сход. Это не был митинг, да, их там было не очень много, по-моему, в пределах 60 человек. Где-то писали, что максимум их было 200 на разных площадях. В общем, высказали свои претензии, сказали о том, что нужно ужесточать миграционное законодательство, требовали отправить под стражу еще и остальных уроженцев Таджикистана, которые участвовали в драке. И, в общем, конечно, были задержания. По-моему, писали где-то, что 26 человек было задержано. И 26 человек попали под административные наказания. Да? Их оштрафовали за то, что они вышли на несанкционированное властями мероприятие на улице города. Ну вот такая короткая предыстория. Хотелось бы вообще спросить, да, ну, такой вопрос задать, тему такую поднять. Что вообще это было? Кто-то намеренно, власти намеренно раскачивали лодку? Или это вот все-таки было желание народа выйти и сказать свое, значит, высказать свое неудовольствие по поводу того, что у нас и огромное количество, на самом деле, да, так и есть, мигрантов из стран Азии в последнее время. Вот такую тему я сегодня хотела бы поднять. Отличная тема, да. Действительно возникает вопрос, это какая-то акция властей, или же это действительно выплеск такой народной инициативы? Позволите? Да, конечно. Смотрите, я как бы внимательно отслеживаю эти процессы с гастарбайтерами из Средней Азии, и буквально пару месяцев назад, когда российский парламент принял закон, ну, подписал Путлер указ о том, что дается гражданство тем, кто подписывает контракт с вооруженными силами, они ожидали, по той информации, которая у меня есть, они ожидали большого наплыва среди азиатской молодежи. Но поскольку те уже были научены горьким опытом первых представителей Средней Азии, которые пошли служить в Киев, в Надежде Киев за 3 дня, это закончилось массовыми жертвами среди них, и настрой упал. Как вы знаете, все мы не русские, очень тесно информационно связаны между собой, и у нас не утаишь шило в мешке.
Поэтому все прекрасно знали, что огромное количество выходцев из Средней Азии было убито, покалечилось, попало в плен и так далее, и так далее. Соответственно, даже указ Путина о том, что будут давать гражданство, не привлек, так скажем, большое количество желающих. И потом начался прессинг. Этот прессинг покатился по всей России в отношении гастарбайтеров. Дошло до того, что абсолютно, как бы скажем, немое и безмолвное правительство Кыргызстана выразило даже свой протест России на тему того, что вот издевательства над гастарбайтерами, их при арестах заставляли гуськом там километр идти до автозаков и так далее, и так далее. И на фоне этого любое, даже самое бытовое, понимаете, для возникновения, скажем так, революционной ситуации или массового беспорядка не обязательно должно случиться что-то грандиозное. Не обязательно это должна быть драка там двух профессоров на кафедре, которые отстаивают каждую свою идеологию. Все может начаться с абсолютно, казалось бы, бытовой, то, что раньше было бы не замечено, а ситуация, она переворачивает все. И вот то, что случилось в Якутии, мы знаем, что это не первый и не последний случай. Да? Мы прекрасно понимаем, что случаются драки между якутами, там убивают, им больше убивают и всякое такое. Но вот этот момент, да, этот момент все-таки, по моему, так скажем, очень субъективному мнению, именно как бы послужил триггером к растущему недовольству. Потому что у якутов нет никакой якутской власти на их земле. Якуты не могут контролировать, кто к ним приезжает, сколько, получают разрешение на работу, платят налоги, чем занимаются, где живут. Это приводит к тому, что любой криминал вызывает сильнейший протест. То есть, если бы Якутия была независимой, у Якутии были бы свои власти, свой суд, своя прокуратура, полиция и так далее, якуты бы не пошли бы там разбираться с какими-то таджиками, да, потому что они знают, они платят налоги, это их власть. Они пришли бы и потребовали с нее, сказали бы, извините, у вас есть полиция, да, идите и разбирайтесь, что это такое. Зарезал человека и бегает по свободе. Но у якутов ничего нету. Абсолютно ничего нету. Никакой якутской власти нет. Никаких якутских недр у якутов нет. Это их, но это не их. Соответственно, когда у людей нету прав, у людей нету свобод, у людей нету закона, у людей нету справедливости, люди начинают протестовать. А русским этого не понять. Они не понимают. У них как бы везде их земля, и нигде их ни в чем они не виноваты. Как у нас один там есть и провокатор, и русский, который типа за ингушей заступается перед всем миром. Когда ему сказали, а вот русский, он сказал, да что русский? У русских вообще никто ни о чем не спрашивает. Но их это устраивает. Их устраивает, что их никто ни о чем не спрашивает. Их устраивает, что им завозят миллионы гастарбайтеров. Неважно откуда, да. Завозят людей, которые демпингуют, которые там, скажем, многие ведут такой полукриминальный образ жизни, не платят налоги и так далее. Их это устраивает. Но якутов это не устраивает. Ингушей это не устраивает. Бурят это не устраивает. Калмык, башкир. Соответственно, мы сегодня имеем абсолютно стандартную схему. Я уверен, что в Кремле даже не понимают, что там происходит. Я уверен, что в Кремле эту ситуацию рассмотрят именно, знаете, как вот деревня на деревню вышла драться, да? Ну, там мужики где-то на околице подрались, подрались и забудут. Они не понимают, что они как бы ущемляют наше право, они ущемляют нашу честь, наше достоинство и без какого-либо права ходят по нашей земле и командуют там. Просто отсутствие всего выше мною перечисленного приводит вот к таким последствиям на ровном месте. А не на ровном тем более. Согласна. То есть, получается, это такое выражение недоверия к властям, да? Я еще добавлю, что так они даже протестовать не могут. Понимаете, вот это вы называете протест, но их же разогнали быстренько, там отработали все вот эти технологии чебурнета и прочего разного. И что остается им делать, да? Это пойти разбить ларек, там, пойти набить морду соседу, да? Вот это все недовольство, оно же копится годами, ну, можно сказать, там, десятилетиями. Веками. Да, ну не веками, но были времена, когда еще было какое-то ощущение, что да, идет возрождение, еще что-то, вот 90-е прошли, все, и снова пошло все по наклонной. И, ну как ты можешь протестовать сейчас? На митинг выйти? Нет. Как-то что-то написать? Нет. Что еще можно сделать там, как бы? Поругаться? Сейчас даже
соседу не выскажешь, как раньше можно еще было, да, потому что сосед тут же пойдет, напишет донос, и тебя заберут там, ну, минимум штраф, максимум на войну отправят. Вот и все. И человеческая натура требует выхода, да, а вот это, как бы, наших бьют призыв, он срабатывает всегда. И человек, конечно, как бы это, ну, пускай я тварь, да, пускай я, говорит, ничего не могу сделать против этой имперской власти, против Москвы, ну, ничего он не может сделать. Но пойти набить морду какому-нибудь узбеку, который совершенно вообще ни при чем, да, они могут. Ну, это вот, все это, скажем так, политика Кремля, который приводит ко всем этим результатам. Можно я добавлю? Да. Я бы, Владислав, позволил бы немножко не согласиться с тобой. Я считаю, что сейчас у нас открылась огромная куча возможностей у тех людей, наших людей, которые живут дома. Под нашими людьми я имею в виду и якутов, и бурятов, и калмыков, и чеченцев, и ингушей, и дагестанцев, всех нерусских. Для нас сейчас открылось шикарное окно возможностей, которое заключается в полном неучастии, в полном игнорировании этой системы, потому что мы очень важная часть этой системы, для них важная. И если мы не будем участвовать в их выборах, стараться любыми путями не платить их налоги, не служить в их армии, никоим образом не поддерживать ни одну инициативу, мне кажется, хромать они начнут очень быстро. Чтобы даже если там кого-то тебя по работе погнали на эти выборы проклятые, да, зайди, возьми ниточку, приложи ее, сфотографируй черную, как будто бы ты поставил отметку, потом нитку скинь и закинь обратно пустой бюллетень. Все, понимаешь? Не участвуй ни в чем, ни в каких сборах на СВО, там, ни в каких пожертвованиях, ни в каких их организациях, ни в чем. Дома занимайся с детьми, объясняем, что ты якут, ты башкир, ты ингуш, ты не русский. Тебе это страна не страна, это власть не власть. Понимаешь? То есть мы в этом плане можем очень много сделать, которое не даст... Мы же какие? Мы же очень все быстрые. Вот я заметил, нерусские народы, они крайне быстрые. Они хотят вот чтобы... Хопа! Вот мы тут сейчас поговорили в эфире, и завтра уже вся российская власть садится в вагоны и говорит, ну вот, Влад с Магомедом все обсудили, нам что теперь делать? Мы уезжаем, знаешь. Так не будет. Так не будет. Это долгий процесс. Да, это есть хорошее слово, это называется саботаж. Да, Так, это саботаж, абсолютно. да. Ну, да, это хороший, да, тоже способ, как бы, неучастия во всем этом зле. Да, и народ отвыкает от этого государства. Народ просто от него отвыкает. Ладно, не хочу превращать в эфир нашу с тобой беседу, дадим высказаться представителям Башкирии, наверное. Нет, сегодня у нас их нет пока в эфире. Ой, Башкирии, Бурятии, извините, ради бога. Да, Ринчин. Да, как меня слышно? Слышно, отлично. Меня хорошо слышно? Ага. Угу. Да, я приветствую наш комитет. Ну, наш, я уже говорю, потому что мы уже одним делом занимаемся, да, наших независимостей. Да, вот. Ага. Раису, Влада. Ну, Никита. Влад, наверное, официально ты не входишь, наверное, в комитет, скорее всего, да? Или входишь тоже? Почему такие вопросы? Почему такие вопросы? Да, ладно, да, я просто потому что он находится в Украине вообще в целом. Поэтому в моменты. Но очень приятно, что Влад всегда включился к нам. И что я хотел бы спросить у наших северных родственников, да, скажем так. Вот смотрите, Мухаммед Али в свое время, когда занимался боксом, когда проходила тренировка там, с каким-то итальянцем, по-моему, в паре спарринге, и он все время удивлялся там, его тренера, ты почему не можешь ударить нормально? То есть, и потом он, Мухаммед Али говорил о том, что у них даже, у черных американцев, выработалось такое вот многовековое рабство, которое проходило в Америке, да, это то, что у них в поколениях или вообще как бы воспитаны они были так, что белого нельзя бить. Понимаешь? И вот колонизатора, да. И вот любого другого, там, вот как сейчас происходит, видим, против
какого-нибудь представителя другой национальности, кроме русского, да, все достаточно смело выходят, так сказать, возмущаться, там, не знаю, даже побить могут. А все-таки против настоящего колонизатора, наверное, вот как у Мухаммеда Али, наверное, существует также, наверное, народы Саха. Ну, и, наверное, не у всех, наверное, но как бы большинство. Вот это психологическая такая вот, ну, не знаю, страх. Вот у бурят он точно есть у многих, потому что мы все-таки оказались в достаточно жесткой ситуации. Численный состав у нас гораздо меньше, чем у вас, вот, у Саха народа. Как вы думаете, есть ли такое, вот то, что описывал Мухаммед Али? Колонизатора, белого человека бить нельзя, а всех остальных можно. Ну, кто ответит? Наверное, Влад, наверное, скорее всего. Да? Только звук надо включить. Ну да, есть такое, конечно. Вот обычно очень было заметно, когда я жил в Москве, в Санкт-Петербурге, приезжали большие начальники из Якутии, ну, с которыми я встречался, и надо было что-то помочь, они по своим делам приезжали. И я вот просто, мне было смешно смотреть, как они робеют перед какими-то мелкими чиновниками там в Москве или в Питере. Ну, есть такое, да. Ну, даже было заметно же, что кого отправили усмирять митинг. Там же такие вот русские мужики вышли и этим, скажем так, неразумным аборигенам объясняли, что бунтовать нельзя. Ну да, есть такое. Вот надо, Можно видимо... я скажу, да? Да, давайте, Раиса. Комплекс маленького человека называется это. Да, и это на самом деле проблема многовековой колонизации нашего народа. 4 века мы находимся являемся колонией Москвы, да, вот, и это даже видно вот в самом Якутске, да, в республике, когда приезжают чиновники московские, все начинают, смотрят, если приедет иностранец, то это вообще же что-то, это будет вообще, боги спускаются с небес, понимаете? Если приезжает чиновник из Москвы, то тоже, значит, все бегают радостные, что вот бояре приехали, да? Мы бегаем как... Вот та же самая ситуация происходит, вот когда наш представители, допустим, нашей культуры выезжают в центр России, выступают, получают какие-то там плюшки, да, награды какие-то тоже. Вот. Это тоже из той же серии, когда шуты, значит, развлекают бояр. Вот, из той же серии. Но есть такое. Это называется, да, вот... Как это только что говорила, да? Проблема маленького человека. Вот. Очень многие так себя ощущают, к сожалению, да. 90-е годы еще как-то нас попытались, да, вывести из этого состояния, дали нам, начали возрождать наш язык, начали говорить о том, что мы все-таки имеем свою культуру, свою историю. Вот. Ну а потом, когда Путин пришел, конечно, все это опять загнали под плинтус. Да, меня еще, знаете, я только здесь в Америке поняла такую простую вещь, что вот когда человек, у нас, знаете, есть вот эта вот второсортность родного языка, да? Она же во всех республиках есть. Если человек говорит на своем родном языке или с акцентом, это воспринимается как что-то, ну, такое вот без акцента, ну, смеются над акцентом часто, да? У нас там, допустим, из деревень, если приезжают. А если задуматься, да, человек говорит на 2 языках. Это же должно, наоборот, вызывать уважение. Когда человек говорит на 2 языках, да? То есть это должно, наоборот, приветствоваться, да, что человек говорит с акцентом на другом языке. А у нас там высмеивают. Неправильно. Смотрите, я могу высказаться. Вот есть очень важный вопрос подняли, да, комплекс меньшевартости. То есть по-украински я сказал, это комплекс меньшего брата, скажем так. И вот вы знаете, что интересно? По отношению к русским он у многих нацменов есть. А вот по отношению к себе подобным нерусским, да мы все князья. Мы же на всех смотрим свысока. Понимаешь? Те, кто нас покорили, те, кто нас оккупировали, они ведь на 99% использовали таких же нерусских, как и сейчас, в принципе, в Украине происходит, да? И давайте будем честны,
Если мы сейчас не будем все не русские едины и не будем единым вот строем, как, я не знаю, Александрийской фалангой двигаться, как спартанцы стоять друг за друга, да, то нас-то не тверские и не курские будут. Нас пришлют своих же, не русских. И вот тут у нас конкретное высокомерие. Вы замечали это? Как относятся к кавказцам, как относятся к азиатам. Тут никакого комплекса неполноценности не наблюдается. Самый последний, извините меня, колхозник из наших, да, будет считать себя выше любого там. Просто на Кавказе более агрессивная среда, и война, так скажем, закончилась недавно. Поэтому у нас говорить на русском было, ну, непрестижно. Это считалось как бы такой язык рабов, знаете. Мы на нем не между собой, даже когда мы с нами, вот если, например, два кавказца, да, и к нам подсел человек, который не понимает наш язык, у нас речь замедляется, потому что мы уже начинаем переводить в голове. Мы держимся привязаны настолько к своему языку. И мы его очень любим. И для нас еще, знаете, русские с ним так упорно боролись, с кавказскими языками, что у нас появилось естественное сопротивление. Если бы они их поддерживали, может быть, они и умерли бы. Понимаете, они все к чему прикасаются, как цари Антимедасы. Но они с ними боролись. Поэтому мы, в общем, нормально выдержим. И вот с этим нам надо бороться. Нам надо больше друг друга узнавать и понимать, что все мы в абсолютно одинаковой ситуации находимся. Не должны мы ни голову перед друг другом задирать, не опускать ее. Нам это не нужно. В нашей культуре этого нету. Поэтому я думаю, что с этим надо бороться просто. Можно я скажу, да? Извините, да? Я благодарю тебя, Магомед, что ты вернул нас к нашей теме, да? Я бы, вот, вы знаете, о чем хотела сказать? У нас же проблема эта не сегодня появилась, да? Антииммигрантские выступления. У нас 2011 год, у нас был тоже большой такой протест против гражданина Армении, который, ну, кстати, все протесты у нас на такой сексуальной почве почему-то происходят, да. 2011 год изнасилования, значит, девушки гражданином Армении. Потом у нас 2019 год изнасилование девушки гражданином Кыргызстана, уроженцев Кыргызстана. Вот. Но власть, мне кажется, вообще пользуется. Последний протест, он на самом деле раскачивался вот 3 дня. Это, конечно, может показаться мало, да, но если бы сама власть не раскачала этот протест, кстати, этот протест был раскачан как раз-таки после того, что произошло в Башкортостане. Да, они взяли его, значит, ну, то есть такой удобный случай вернулся. Значит, произошло убийство, они подхватывают, значит, эту новость, начинают раскачивать, появляются боты, которые пишут, как раз-таки раскачивают эту национальную тему во всех пабликах. Появляются тут же быстро, значит, всякие WhatsApp-каналы, Telegram-каналы, да, и начинает... Я полагаю, что 100% власть сама раскачала, да, для того, чтобы Кремлю показать, насколько они быстро реагируют на похожие случаи в Башкортостане и насколько они быстро могут это все, значит, локализовать. Этого бедного парня Саха, который открывал бары Бирги, у нас WhatsApp-группа, по-моему, была организована. Быстро его поймали, всем показали, что вот, значит, протест локализован, значит, и еще пособников, значит, нашли за рубежом, тут же, значит, 3 зайцев решили убить. И тут же они протестировали, кстати, между прочим, да, они решили протестировать отключение интернета. В общем, очень выгодно на руку. Слушайте, очень выгодно. Можно вопрос? Ситуации. Можно вопрос? Вы считаете, что региональные власти в любой республике реально способны выстраивать такие сложные комбинации? Просто связь, она вообще полностью под федеральным как бы ведомством. К связи местных в жизни не подпустят. Чтобы что-то отключать, что-то подключать, этим никогда власть российская не доверит. Вам не кажется, что как бы это какая-то федеральная программа,
проверить, что на что кто годится и куда все может зайти. Ну и, соответственно, сделать тестирование систем отключения, подключения, свою же, опять же, агентуру, да, вы говорите, это все разгонялось. Извините, Да-да-да. я вот просто медийщик, я могу сделать на ровном месте из ничего такую же ситуацию, да, где никто не убит был, не изнасилован, но разогнать, посадить девочку в темном помещении, плачущую, рассказывающую, как она бедная, шла домой, на нее напали там определенной национальности 10 человек, и у нее брата нет, папа в СВО погиб, и вот помогите, все, достаточно, обязательно. И 3 провокатора на весь город хватит, чтобы город поднять на уши, в принципе. То есть я Ну не да. верю в одаренность ни башкирских властей, я их вообще считаю слабоумными, да, ингушские власти я тоже считаю откровенно слабоумными. Ну и якут, я не считаю, что якуты чем-то лучше своих соплеменников, Да, собратьев власти, по да. разуму, да, в других республиках. Ну, Магомед, не ну да, учи получается, гыбню, что... ты их сейчас научишь вот так вот, они будут делать реально. А? Собственно, Я Да, говорю, ты Никита учишь хотел гыбню, сказать. понимаешь? Ты же умнее же, ты гыбни всех. Это я просто... и Они учи думают, гыбню, о, да. спасибо, скажет Магомеду, сейчас мы так же сделаем. Они не Ну, это так же, глупые. как они разгоняли вот эту тему с бурятами в Буче, да, хотя там и доказано уже все, и исторически известно, что все стратегические объекты никогда не доверяли простым войскам, это всегда доверяли только элитным подразделениям, да, то есть псковским десантникам. То же самое же. А кто это знает, кроме бурят? Кто об этом У кого говорил, болит, кроме да, бурят? тот и знает. Также мы про свои беды, якуты про свои. Мы, знаете, сейчас вообще происходит уникальный процесс. Впервые, вот мы сделали первый эфир по Башкирии, Раиса участвовала, Влад участвовал, Ринчин. И Алло, Алло, да, Магомед, алло, слышим, да. Слышно тебя, слышно. алло. Говори, Алло. Магомед, говори. Ладно. Ладно, что-то Я произошло. хотела еще спросить у кого-нибудь, Раису или Никита, у меня такое сложилось впечатление, что вот на последний протест вышли мужчины в основном. А хотя на первых протестах, наоборот, я помню, много было женщин, да? Это Чем разного это типа связано? протест. Ну, первый протест, он изначально был задуман группой Free Якутия, и мы побоялись то, что если выйдут мужчины, то их сразу же заберут на СВО, но на войну сразу же заберут в первую жизнь, это была как бы первая неделя мобилизации. И все-таки решили не рисковать, так не все было понятно, и тогда вышли женщины. Такой самый безболезненный вариант. А почему 24 числа у нас вышли мужчины? Некоторые могут подумать, что это был протест, там, митинг против мигрантов, но это не так. На самом деле якутские мужчины вышли за справедливость, потому что они не доверяют полиции, они не доверяют судам, и, как правило, они считают их коррумпированными. Основное требование было наказать всех виновных, то есть потому что через несколько дней после убийства, прям 23 числа, выставили видео, очевидцы сняли его, где было показано, что били несколько человек, и основное требование протестующих было наказать всех. Да? Что со стороны власти не было удовлетворено, так как поймали только одного подозреваемого. Ну и власти, конечно, в этом деле полностью дистанцировались, якутские власти. Никто из депутатов не вышел. Илдархан сделал только один пост спустя день. И в таком положении я считаю, что просто якутские мужчины сделали единственный правильный способ, это попытались взять власть в свои руки. На данный момент я считаю, что это был стихийный митинг, потому что он не был подготовлен кем-то, не было одного единственного такого явного организатора, и поэтому политические требования не были выдвинуты. Но это всего лишь вопрос времени, когда эти протестующие все-таки начнут думать, и сейчас они ставят себя уже против власти, потому что они
вышли против полиции, и в какой-то момент они все-таки начнут думать, и, надеюсь, они придут к определенным выводам, что проблема-то не в мигрантах, да, которые, гастарбайтерах, которые живут среди них, а проблема сидит высоко, и это не Айсен, не совсем Айсен, и не совсем якутские власти, а больше Кремль, то, что полностью от них только и зависит миграционная политика. Конечно. Владимир Андреевич. Это очень хорошая речь, Никита. Да, спасибо. Магомед, там что-то со звуком у тебя. Микрофоном что-то, да. Мага. Ой, Магомед. Хамид, может, перезайдешь еще раз? Что-то со звуком. К нам присоединился Владимир Андреевич. Доброе утро, Нью-Йорк. Рада вас видеть. Да, спасибо, что подсоединились. Владимир Андреевич, что вы думаете? Я думаю, что политика слишком серьезный вопрос, чтобы оставить его на усмотрение. И если это Шарль де Голль, черт знает когда, в 40 каком-то году сказал, пробуждение национального самосознания, чести и достоинства начинается, когда люди не доверяют власти и выходят против. Потому что нельзя доверять власти вообще никогда, тем более назначенной сверху. Поэтому это событие, значит, когда молодежь, как Никита сказал, якутские мужчины вышли и так далее, это надо воспринимать, наверное, с такого ракурса. Это нам надо активно использовать, задуматься. Но я, как историк, я не знаю, конечно, частных, в каждом конкретном правовом нарушении и так далее. Всегда есть свои особенности, но тем не менее более аксиоматичные, общие для всех национальных движений вещи я хотел бы подчеркнуть. Следующее. Я сейчас шел, думал, и вот подключился еле-еле, и мысли куда-то разбежались. В общем, все, конечно, зависит от культуры. А самые аксиоматичные вещи давным-давно в мире установлены. Чужой монастырь со своим уставом не надо лезть. И второе, значит, по каждому человеку проверяется имидж народа целого. Мы, представители каждый своего народа, где-то что-то выступаем, где-то ходим в Нью-Йорке, Манхэттене. Народ сразу, где что происходит, кто он, не спрашивает там даже страну, да, а вот именно вопрос упирается в этничность. Этничность выше всяких иных предпочтений религиозных и так далее. И создается стереотипизированное мнение, во многом мифологизированы, что эти вот такие хамы и так далее. Сейчас уже одну народность из нашего бывшего пост-СССР, да, здесь уже разрабатывается документ, чтобы их не пускать уже. Почему? Потому что они уже несколько акций сделали, и, соответственно, власти должны принять, защитить свое собственное население, и создается уже нехорошее мнение. Людям там тяжело, они прибегают жить, улучшать свою материальную жизнь, детей учить и так далее. Но вот несколько человек, испортили весь имидж этого народа. И дорогу закрывается тысячам, если не миллионам даже. Понимаете? И вот в этом плане, мягко, корректно, я хотел бы сказать, конечно, что приезжая в наши республики, представители других обязаны знать вот это главное правило. Человечеством установлено, не прописанное нигде, но все зависит от невежества, от культуры и так далее. Нельзя доводить до такого состояния, чтобы физически выяснять, значит, какие-то свои права и так далее. В любом случае, при всех, значит,
плюсах, он, если не виноват совсем, да, иммигрант в чужой республике, в чужой стране, в Нью-Йорке, где угодно, в Чехии и так далее, да, он должен понимать, что все это красота, вся эта цивилизация, Манхэттен, Йель, Бостон и все прочее создано не тобой. Ты ни одного пенса не внес в ее культуру. И поэтому уважай, пожалуйста, учи своих детей, учи своих внуков в лучших универах планеты Земля. Зачем же ты приехал? Не только хорошо кушать, питаться, спать. Поэтому, ну вот это, как всегда, Омар Хайям и все прочие уже давным-давно, за тысячи лет уже прописали, написали, всегда все упирается. А как это сделать? Власти не будут делать. Почему? А потому что власти это не надо. Это война путинская, она нужна власти. Власть заинтересована продолжать дальше. И поэтому нам нужна трансформация или революционные изменения всей этой ситуации. И я уже повторяюсь, мы народы рвущиеся, все в одной лодке, мы все должны понять, что те же самые таджики, из каких угодно, значит, постсоветских ушедших, они тоже клишированное сознание у них. Они думают, что они какого-то порядка выше. СССР были союзные республики, автономные области и так далее. Мы вот таким образом градуированно сортировали, эта власть сортировала нас. И вот, пожалуйста, как следствие этой политики, кощунственной, нехорошей, мы сегодня эти следствия мы пожинаем в столкновениях, там, значит, каких-то диаспоральных, значит, группировок против местного населения. Только народ сам, освоив вот это аксиоматичное правило, да, может остановить. Власть этого останавливать не будет. Власти очень нужно, российская власть. Магомед совершенно правильно сказал. Местные власти это полностью выполняют. Нет у них ни ума, ни фантазии и желания, значит, регулировать, создавать нормальную власть. При нормальной власти они будут сметены новыми демократичными людьми, понимающими самые общегуманитарные правила поведения. Поэтому общественность должна пробуждаться, объяснять надо, объяснять. Больше нет другого, я так полагаю, средства дать какую-то четкую оценку, что там было, значит, тех их знать, не принимать и так далее, и так далее. Поэтому, ну вот, я так ограничился бы. Спасибо, ребята. Спасибо, Владимир Андреевич. Я вот еще хотела спросить, интересно, как вот в Саха-Якутии есть ощущение вообще вот у жителей, у Саха, что они колония России? Потому что, мне кажется, вот у Бурятии, например, нет этого ощущения. А как у вас? Так, я сейчас... вот включилась. В республике все прекрасно знают, в какой небогатой республике живут. Все прекрасно знают, как они плохо живут. Ну, это все понимают. Вот любого спроси, как бы, да, что, ну, ты как, за отделение там, чтобы, хочешь, чтобы жили самостоятельно? Да, он найдет 1000 причин, что он не хочет этого, да, но по факту скажет, да, было бы неплохо, да, как бы, потому что, ну, простой человек понимает, что да, как бы могли жить лучше, можем жить хорошо, можем жить самостоятельно, но и в то же время вот эта вся российская пропаганда, которая засрала ему мозг, да, что придут китайцы, вырежут, что мы с вами не проживем, с голоду помрем, там, друг друга перережем, там, не знаю, гражданскую войну устроим, еще что-то. Это, конечно, как бы в любой голове сидит, и он, конечно, думает, да, хорошо было бы, и в то же время, не, да, китайцы придут, там, нас оккупируют, еще что-то, посмотрите, что с уйгурами сделали. Потом кто-то начинает, что вот, да, можем взять оружие в руки, все, да вот посмотрите на Чечню, там, да, как бы. Россия тоже без дела не сидит. Москва тоже все это отслеживает и нарративы соответствующие людям в голову вкладывает. Им нужна империя, да. Удобно, конечно. А вот у меня такой вопрос, Саха, да, скажите, а у вас проблемы с языком? Я знаю, что в основном все говорят на якутском языке, на саха языке, да?
А есть ли у вас такие саха, которые, ну, обрусили, не знаю, просто своего родного языка, какой-то примерно процент? Я знаю, что у вас там все равно как бы русского населения гораздо меньше, чем процент чем у нас. Ну, к сожалению, да, к сожалению, сейчас, на сегодняшний день, все меньше и меньше саха знает свой родной язык. И я думаю, что проблема это в том, что недостаточно контента на нашем языке, то есть мультфильмов, развлекательного контента, который могли смотреть дети, потому что сейчас дети смотрят только контент на русском языке и, соответственно, учат русский язык. Но также хочется отметить, что протесты 24 числа шли только на якутском языке. И то есть все чаты переговаривались только на своем языке. И практически, очень мало человек русским пользовалось. И, скорее всего, это был, как своеобразный фильтр, свой, не свой. То есть человек говорит на своем языке, то есть неважно что, кто, мы его слушаем. Все другие языки уже не воспринимаются. И вот эта особенность, не то, что меня поразило, но я заметил ее. Да, сейчас особенность именно вот этой глобализации, то, что идет. Но русского языка много, контент на это производится и переводится. Но и тут возникает основной вопрос, да, если бы республика сейчас была бы независимой, то хватало бы денег, хватало бы людей, которые этот контент, весь, самый интересный YouTube, переводили бы на якутский, и якутский язык бы развивался бы, рос. Посмотрите, в богатых странах, да, у них нет проблемы как бы с языком, таких глобальных, как у нас, потому что есть деньги, есть люди, которые хотят изучать этот язык. Приедете в ту же Швецию, Финляндию, у них тоже маленькие языки, но люди приезжают, хотят учить этот язык и учат этот язык, это государственный язык. Но у нас же в республике якутский язык не является единственным и государственным. Поэтому вот в этом вся и проблема. И получается, что наши дети скорее выучат английский и русский, чем якутский. Ну да, потому что русского языка в 4 раза больше часов обучения, и даже английского в 2 раза больше, чем якутского языка. Вот и результат. Конечно, это все от государства зависит, от государственной политики. Конечно, независимость это когда Бурятия говорит по-бурятски. Если когда в Бурятии говорят, мне кажется, как сказать, выражение независимости, это если Бурятия говорит на бурятском. И когда начинают говорить про большинство, русское большинство и так далее, сразу вспоминается Канада, да, в которой уже все давно продумали, и в которой, между прочим, 2 непримиримые, казалось бы, да, исторические национальности, англичане и французы, прекрасно уживаются. Причем и французский, и английский государственные, и французский стоит в приоритете. А на вопрос «почему?» есть ответ: потому что меньшинство. Меньшинство стоит в приоритете. Все формулы давно придуманы. Да. Еще один фактор есть, что самое главное оружие против языка – это бедность. Понимаете, как бы? Если человек беден, и он, как говорится, знает, что если он выучит язык там соседа, еще что-то, он разбогатеет, то он будет учить этот язык и будет говорить своим детям: учите этот язык, потому что это будущее. А он, когда знает, что его язык – это язык бедных людей, то он, конечно, будет стремиться учить другой язык. И в этом стратегия империи, в этом стратегия Москвы, чтобы все национальные окраины были бедные, чтобы у них русский язык ассоциировался с успешностью. Это образование в центральных вузах, это работа на русском, где-то там в Москве, в Питере, это возможность туда переехать. Поэтому как только якутский язык, точнее, как только якутский язык будет ассоциироваться с богатством, да, почему-то проблема языка не стоит в Саудовской Аравии, там, потому что все понимают, что знаешь арабский язык, то ты уже успешен. Так вот. Совершенно верно. А как у вас Раиса-то? Да, я хотела ориентироваться
задал, да, говорит на русском. Статистику, да, мы, по-моему, вы и помню. Алло. Алло. Раиса, там что-то со звуком. Не слышно меня? Сейчас слышно. Слышно сейчас. Своим третий вот в списке, которые знают свой родной язык. Ну и тем не менее, но все равно. Раиса, может быть, коммуникация лучше перезайти, потому что ты со звуком очень перезайду. попадаешь. Хорошо. Ага, хорошо. Пока Раиса перезаходит, ну, как бы такой момент, вот, допустим, у нас в Улан-Удэ, город полностью русскоговорящий, основное население больше русские, понятно. И для того, чтобы просто нам открыть, ну, не то, что нам, а вообще в целом, все это время попытка открыть радио даже просто на бурятском языке, которое бы вещало 24 часа в сутки на бурятском языке, и только на бурятском, да, постоянно федеральный центр и вообще в советское время тоже очень сильно запрещалось. И благодаря появлению такого олигарха, как Слепенчук, в свое время вот Бурят ФМ появилась у нас как вещательная радиостанция. Ну, она появилась тогда, когда уже практически городские буряты не говорили по-бурятски, не понимали, не говорят, вернее, не понимают. Вот. И когда вот Алексей Пинчук, помнится, рассказывал в интервью, как он это делал, то есть он приехал, да, агентство по радиочастотам, по-моему, да, вот, Влад прекрасно знает, что это такое, да, это же жестко контролируемая федеральная и центральная структура в Москве. И по получению какой-то частоты это очень серьезный вопрос, не каждому дают. И тамошние, так сказать, видимо, ФСБшники или кто-нибудь такие, они ему спросили, ну, ты что делаешь? Ты что хочешь бурят научить по-бурятски говорить, что ли? Ну а как это же, их родной язык? Говорит, ну, не знаешь что, если они начнут говорить по-бурятски, то они же в дальнейшем ты независимость объявят. Конечно. Вот такой вот разваливаешь Россию, понимаешь, Слепенчук такой нехороший. Вот такой вот интересный у него был разговор. Поэтому я не знаю, как у вас в Якутске, вообще в Якутии, если на FM волнах или там на метровых волнах чистая якутская радиостанция есть? Марина, Да, Владимир Андреевич? а у нас сейчас какая тема? У нас Саха, Якутия. Раиса, дослушай, пожалуйста. Ну, Раиса, Да, говори. давайте Раисе слово предоставим. Обо всем или об этом событии? О протестах, о событии. Еще раз? Алло. Что-то Раиса у нас неудачный то второй. есть А я- вот сейчас слышно, да? Нет, Да. подождите. Ты прерываешься, да. Ну да, давайте я тогда выключу. Сейчас слышно меня? Сейчас слышно. Сейчас слышно, да. Убрала, у меня, видимо, проблема с... Пожалуйста. К вопросу Ренчина говорить на... Сколько людей по последним данным мы стоим вы и после Чечни языка. Спасибо. Раиса, Не устану повторять. не слышно тебя. А? Не слышно. Мысли Что ж Да, прерываешься. Раиса, это? может быть, с какого-нибудь другого устройства выйдешь, не получается? Ну, до этого же все было в порядке. Да, до этого все было. Мы, да, свои, кто не говорит. Да. Первые два слова в фразе появляются, потом не слышно тебя. Ну. А вот Никита или Влад хотел спросить, у вас же есть национальные движения?
Вот как, например, в Башкортостане башкорты, да, у вас это Üstümsü, да? Да, Üstümsü – это движение саха-националистов, которое приобрело популярность несколько лет назад, но, как многие полагают, они полностью подвластны и находятся под контролем тех же самых ФСБ. И ничем они не занимаются, они просто вот как бы контролируют самую такую правую, радикально мыслящую молодежь, и они как бы собирают их и просто держат их в одном месте. Лидеры их, как правило, занимаются либо самопиаром, либо своей подготовкой своей политической карьере. И буквально вот после начала войны с 2022 года они потеряли потеряли свой авторитет, так как у них пошло разделение. Сложно им защищать интересы народа Саха, да, даже как бы делать вид, что они защищают интересы народа Саха, если они поддерживают мобилизацию. Üstümsü поддержали мобилизацию, поддержали войну, и после этого народ в них больше и не верит. Были и другие организации, как Уран-Хай, да, это спортсмены, которые старались влиять на молодежь. Они, как правило, выходят с благими намерениями, якобы благими намерениями за здоровый образ жизни, там, за спорт и так далее, но в итоге молодежь, которая верит этим людям, просто, получается, подпадает под их пагубное влияние и становится инструментом в руках политиков. Ну да. Это, скажем так, наш вариант тесушек. Это в Беларуси, когда были протесты, там были те, которые спортсмены какие-то там, просто бандиты, которые выходили и избивали простых людей, что вот мог против батьки выступать. И то же самое, сейчас они выродились в них. Изначально они очень, хорошо начали, они защищали местное население какое-то, что-то там пытались требовать. Но, я так понимаю, они изначально были созданы представителями МВД, и я так думаю, потихонечку они скатились до того, что призывают своих ехать убивать людей на Украину. И один из их лидеров сам поехал учиться первым добровольцем в Чечню, там к Кадырову, учиться на заградотряд. Сейчас вот заградотряд называется мотиваторы атаки. Мне было очень смешно, конечно, да, вот когда новое слово придумали. Раньше это назывался заградотряд, а сейчас это называется мотиваторы атаки. Это они вот сзади людей идут и мотивируют их идти в атаку. И смех и грех называется. Да. Мотиваторы мясных штурмов. Еще раз. Сказать, да. В тему этих митингов, да, эти все национальные наши организации, они заткнулись и сиделись, они еще и сказали, что они, простите, ничего не будут делать. Да, Магомед, передаю слово. Не слышно, нет. Тебя не слышно. Да. И, конечно же, некоторые, наверное, люди были, кто их не знал, они ожидали, что они какое-то свое веское слово скажут. Но, да, сейчас слышно, но они вышли и на протесте сказали официально, что они против всех этих действий. Вы знаете, я попытаюсь с третьего раза. Меня слышно? Прорвался. Да. Вы простите меня, у меня большие проблемы технические здесь что-то с интернетом, не знаю. Вы знаете, для меня очень важно то, что впервые вообще в истории наших народов мы собираемся, чтобы обсуждать свои нерусские проблемы. Без хороших русских, без хороших украинцев, без американцев, без европейцев. Никто тут не сидит и менторским тоном не указывает. Так, Речин, вот это вот так вот не надо говорить, понимаете? Я понимаю, это ваше этническое, и вы, Марина, этому не улыбаетесь, это тоже знаете. А вы вообще радикал, Влад. И вот это да, вот без этого всего... И мне так обидно, что я пропустил почти 20 минут, пока я тут боролся за связь.
Поэтому это очень важно. Вот это самое важное. Все эти предатели, слушайте, сколько у нас было этих старых предателей, которые служили верой и правдой царям, потом коммунистам, сейчас путинистам. Да им вообще без разницы, кому служить. У них лакейская натура, они всегда себе найдут. Если вот вообще оккупантов не останется, я уверен, они дома просто портрет какого-нибудь русского повесят в косоворотке, в лаптях и будут ему служить, поклоняться. Да, Поэтому им много не надо. рабы по натуре. Но это не, рабство просто, оно просто такое колоссальное, и при этом рабы, считающие себя абсолютно все понимающими, на любой какой-то конкретный вопрос они уходят в конспирологию. Нам не все рассказывают, это все масоны, это все еще кто-то. Господи. Да, всегда все кто-то им какие-то сапоги жмут. Ну а как тогда до людей донести, что их враг в Кремле сидит и в креслах их губернаторов? Таким путем, чем мы делаем, больше нету никаких воздействий. Мы же не можем... И объединяться. Нет. Да, всем коренным Нет. объединяться. Давайте я скажу, да, все прекрасно понимают, что кто есть враг, да. Но народ не настолько глуп, они все понимают, кто враг, кто их угнетает и все такое, да. Просто у них нет возможности сказать. Вот надо дать людям возможность, да. Ну, я лично со своей стороны считаю, что так, да. Вот люди должны просто вот взять активную часть. Я вот их приглашаю к себе, говорю, я вас научу. Как держать оружие, как сражаться, как бороться с этими диктаторами, как завоевывать свое уважение и уважение к своему народу. Поэтому, ну, у меня свое видение такое, что народ все прекрасно знает. Просто народу нужно дать возможности, силы. Вот если бы завтра, ну, как скажем, Москва уйдет из региона, там же все организуется. Там все есть, налоговая, полиция, все. И мы бы также продолжили жить, но уже, конечно, там расклад пошел бы другой. Что, ну, люди бы осознали, что это наша республика, и мы здесь решаем. А сейчас, конечно, люди ничего не решают. И, соответственно, и настроения такие, что людям не надо объяснять, что Москва все забирает, они и так это все знают. Поэтому считаю, что достаточно научить бороться. А это тоже надо учиться, это надо уметь. Я думаю, мы все тоже прошли какой-то путь, пока дошли до этого. Потому что мы все выросли в этой парадигме, что одна страна, один президент, одна империя. И поэтому всего лишь надо дать возможность. Согласна. Я внесу ремарку. Влад, возможно, у вас немножко по-другому. Народ все знает. Я такой тезис не могу принять в отношении бурятского народа. Я 30-40 лет занимаюсь этим вопросом. На самом деле у нас огромная масса задолбана просто-напросто. Она верит этим ящикам, первому, второму, третьему и так далее каналам. Они не знают 10-й части того, что мы с вами обсуждаем. Дать им оружие и так далее, они пойдут. Упадет власть, и они пойдут. Никуда они ни черта не пойдут. Вы же знаете 91 год, развал и прочее. Только 3 республики, 30-40% понимали, и они сумели сделать своей независимости и государственности. А все остальные, в том числе и Таджикистан, это же не было практически никакого национального движения. Ни черта не знали эти народы. Самые аксиоматичные вещи. А что с ней делать? Как Рустам написал в своей книге, да, в брошюре 100 с лишним страниц, упала, и независимость им в руки вдруг упала. Без никакого национального движения. И чтобы мы не оказались в позиции вот этих республик, где практически отсутствовало национальное освободительное движение и вообще национальное движение, да, мы должны учитывать, что у нас может быть, а у нас может быть вот именно повтор всего этого. Во всяком случае, я имею в виду свою республику, нашу, Бурят-Монголию,
Возможно, у вас ситуация иная, оценки ваши я не могу разделить, понять, принять. Поэтому, что остается? Остается, значит, просто эта работа. Все формы национального демократического освободительного движения использовать максимально возможно, доходить до всех масс социальных страт, задолбанных, замученных и так далее. Это очень слышно, но любое национальное движение все этапы нужно его пройти. Все, я на этом. Владимир Андреевич, ну, раз, как бы, если мы продолжим вашу, так сказать, ваше представление об бурятах, да, что они такие вот, что они способны, большей части, да, так сказать, подвержены пропаганде, то, наверное, очень логично, да, там, где проще всего бороться с национализмом, сепаратизмом, там и надо штабы открывать. И как раз Алексей Цыденов возглавит такой штаб в Бурятии. Легко же с бурятами бороться, видимо. Там и надо и штаб открыть. В Башкортостане как-то с этим бороться, но не очень-то хорошо. Саха и Якутии тем более, наверное. Поэтому там, где легче всего бороться с сепаратизмом, там мы будем бороться. Да, примерно так это выглядит, потому что если два других штаба, это у нас получается Орловская и какая еще вторая область? Это вообще русская область. Хотя они близки к Украине, скажем. Никто же ведь не открывает штаб Ингушетии. Кадыров не возглавляет штаб по борьбе с национализмом чеченским. Это было бы совсем смешно. Ну а в Бурятии мы можем все. Мы можем там, наверное, если бы у нас был бы коммунистический строй, то, наверное, штаб по организации мировой всемирной революции, там, в сталинское время, наверное, он был в Лаунде открылся. Ну, грубо говоря. То есть мы будем бороться со всем и со всеми. Ну, не мы конкретно. Ты хочешь сказать, что в Бурятии легче всего... Ну, это так выглядит странно вообще, на самом деле. То есть, вот и Владимир Андреевич же говорит, ну, он же знает же нас, наших бурятов, что они все будут идти, так сказать, вязать, так сказать, федералам одно очень хорошее место, скажем так, поэтому, чтобы о каком национализме, о каком сепаратизме может быть речь со стороны бурят? Нет, буряты не такие, они всегда с русскими, они очень почти уже русские, бурятский язык уже прямо воинственно забывает, скажем так. Вот примерно так это выглядит. Я не знаю, вот, ваше мнение, представитель. Вот Раиса все-таки, наверное, что-то скажет, да? Получится ли? Раиса, давайте. Слышно меня? Да, слышно, слышно. Техника. Я с техникой. Слышно хорошо. Надо вот... Вообще, я думаю, надо... Хорошо, я слушаю. А, Влад, дайте, пожалуйста, Раисе сказать, а что-то никак. Да. Как сказать? У нас тоже от нашего этого кино, да? Вот. И побежали дружно его, значит, ну, два славянина, славянчик, один Саха, будут его представлять. И я верить в свой народ. На самом деле у меня большая вера, что у нас все получится. Время, ну, час X, скажем, наших станут, и все такие. Вот если они против власти открыто, значит, против убийства и против там... На самом деле, Никита, я согласна, форма против... Закон не работает, этому они протестуют. Закон в стране не работает, пишут. Кто-нибудь у кого-нибудь идет, и ему пишет, давай по-хорошему. Раиса, может быть, вам видео отключить, чтобы звук хотя бы услышать? Раиса, видео. Вот, давайте попробуем. Вот так вот, слышно меня? Ты прерываешься, но мы поняли из того, что ты сказала, мы поняли, что все получится, если открыто люди будут выходить, потому что они уже не доверяют власти и уже вышли. Уже хорошо. Да, и закон не работает. Закон не работает, конечно, ничего не работает. И все-таки
нужно верить, ну, Влад, что-то... как бы. Согласна. Да, Влад, что-то хотел сказать, да? Да нет, я вот смотрю, народ не понимает, да, вопросы появляются, вот как нам обрести независимость, что делать. Я думаю, надо провести отдельный стрим, да, по экономикам республик. Люди не знают, вот мы же, вот, ну, опять начинаются эти вопросы, да, что с Китаем делать, Китай придет, да, как будет, на что будем жить, да, ну это, ну, для нас, по крайней мере, это уже смешные вопросы, да, как, мы это уже давно поняли, это давно обсудили, но я так понимаю, многие люди не понимают, да, как бы, на что будет жить Бурятия, на что будет жить республика, как бы Саха. Но я думаю, надо провести по этому поводу отдельный стрим. Там, пригласить, может, даже экономиста, пригласить там, как бы. А мое, как бы, мнение, да, что, ну, с чего начать движение к независимости? Вот если у меня было бы 100 бойцов Саха и 100 бойцов Бурят, да, как бы, ну, я почти уверен, что и Бурятия, и Саха получила бы независимость. В любом случае. Мне не важно там, как бы, кто там будет, что там будет, но и поэтому, но сейчас нету этих людей. Сейчас есть единицы, которые реально готовы сражаться за свободу. Свободу не, как это, свобода достигается людьми, которые этого хотят, которые за это дело готовы умирать. Только так и никак иначе. Остальные 90%, 98%, скажем так, сидят и мечтают об этом. И только 2%, которые готовы идти за это дело до конца, добиваются свободы для всех. Поэтому, ну, поэтому я здесь, поэтому я и собираю под свое крыло и зову всех браться за оружие, учиться этому, готовиться. Не у себя там, потому что вас там быстро откроют, и, ну, и, скажем так, половина будет из них ФСБшники или еще кто там, как бы, завербованные товарищи. Поэтому я вам предлагаю выехать и присоединяться к нашей борьбе. Мы вас обучим, подготовим, обкатаем. Хотите в Африке, хотите в Украине, хотите еще где-то. И уже вы будете готовые борцы за свободу. Профессиональные, скажем так. Спасибо, Влад. Молодец, Влад. Да, Влад, полностью поддерживаю. Действительно, если вы хотите независимости, вы чувствуете, что у вас есть такие силы, то вот призыв Влада на Амосова обязательно надо послушаться. И всего лишь 100 человек нужно от каждой, да, национальности, да, это не так много для себя. Поэтому, ну, это как бы ты утрировал, конечно, просто, да, в целом. Просто это критическая масса, например, да, 100, там, 150 человек, это те люди, за которыми пойдут все остальные. Когда будет такая масса, это уже запускается цепная реакция, это уже идет, как бы, ну, они еще кого-то знают, и все, и люди видят, что эта сила есть, которая за них может постоять. Потому что мы сейчас как, ну, мы же можем только ждать, пока придут нас арестуют, ну, те, которые находятся в России. И все. И больше ни на что не иметь прав. Поэтому, как бы, не ждать, пока придут за тобой, или ждать, пока ты ассимилируешь и исчезнешь как народ, как твои дети. Лучше брать свою судьбу в свои руки. Ну и, пользуясь моментом, могу сказать, да, что вот, как бы, пока есть вариант только через гражданский совет. Были бы другие возможности поехать, мог бы сказать, да, но пока только вот есть гражданский совет, который набирает добровольцев в Украину и не только. Поэтому, как бы, обращайтесь в эту организацию. Я надеюсь, что мы в последующем создадим свои армии и уже будем, ну, звать конкретно туда. Но пока, как бы, пока нас мало, мы не можем, например, сделать взвод отдельный или роту из бурят, из Саха, из башкир, потому что таких желающих единицы, и они идут очень медленно. А если наберется критическая масса, мы уже, да, можем сказать, это вот отдельная бурятская, там, Саха или башкирская армия, и которые будут уже, и которые уже в Башкирии будут бояться всякие предатели народа. Да, да. Магда, тебя слышно, но с помехами, со звуком что-то. Я думаю, что он больше часа в эфире. Сегодня у нас.
идею. Не получается, да. Да, создадим нормальную идею, тогда Нет, Вага, не получается. При всем желании. Ладно, я думаю, что мы обсудили основные моменты, и мы уже больше часа. Да, Да, Валентин? да. Да, вот Вот сказали, написали тут, кстати, добавлю, да, что можно и партизанить в суд, да? Да долго вы не пропартизаните, ребята. Вы же не профессионалы. Ну, а против вас будут работать профессионалы. И поэтому приезжайте, обучитесь, проверьте в себя, соберите команду, и можете возвращаться и партизанить сколько угодно. Вы будете биться на равных, скажем так. А сейчас вы можете максимум саботаж, ребята. Саботаж. Это значит где-то, скажем так, полумирный протест. Не участвовать или как-то можно сказать, песок насыпать в бензобаке, да, не больше. Потому что иначе вас быстро поймают. Ребята, Поэтому надо выехать, обучиться и приехать. Как бы уровень русского. Ребята, я вопрос ставлю. Здесь в чате кто-то написал, соглашусь с Владимиром Андреевичем, мы, буряты, уже растеряли все, что можно. Не стоит даже тратить силы. Остаткам бурят логичнее будет назвать себя халхами, то есть монголами, и забыть славянский мир. Скажите, неужели я такие мысли говорил, что мы все растеряли? Специально вот такие вещи. Владимир Андреевич, просто когда вы говорите, что у нас большое количество людей подвержены этой пропаганде, многим воспринимают, что вообще все такие буряты. Я говорил, контекст был не тот. Я говорил Владу, что у вас возможно это, но у нас народ, значит, который может выйти и так далее, значит, это очень сильный тезис. Я его пока не могу принять, потому что я знаю собственный народ, не первый день занимаюсь этим вопросом. И я знаю собственную свою сестру, брат и так далее, да, как они живут, чем они дышат, какие мысли у них в головах. А таких масса, на них никогда не выходили. Они не знают понятия, значит, о наших делах и прочих вещах, мыслях. Я это хотел сказать, выдирать из контекста и вот делать вывод, что мы растеряли все, я такого ничего не говорю. Мы сейчас вполне сегодня вариант А. Вполне можем, ни черта не делая, получить так же, как в 91-м. Понимаете? На блюдечке золотой каемочкой эту независимость. И повторим все то же самое, что сегодня таджики. Будут убегать, значит, зарабатывать деньги где-то в других регионах и так далее. Этот вариант наиболее, так сказать, висит над нами как вполне реальный. И второе, если национальное движение сумеет сегодня консолидироваться и работать со всеми стратами своего народа, ну тогда, конечно, результат будет. Если мы выйдем с фазы А, Б на фазу С, борьбу за власть, вот тогда уже, конечно, мы оказываемся в числе тех республик, которые сегодня более-менее самодостаточно плавают в мировом океане независимых государств. Ничего у нас не пропало, ничего смертельного не произошло. Все идет в нашу пользу, поэтому актуализировать вопрос о нашей беспомощности, что нам нужно стать монголами, просто-напросто воссоединиться с Монголией, я думаю, не надо. Мы вместе с НЭСА должны, значит, помогать. Если какие-то критические ситуации будет, батальон наших братьев Саха-Якутии приедет, соседи наши тувинцы и так далее. И мы уже даже таким образом можем нейтрализовать всякие, значит, гибельские выскоки, значит, выступления в наших регионах. Мы знаем ситуацию по всем районам, по всем поселениям, где чье население и так далее. Мы должны работать. Спектр, конечно, огромный, но вот на то и проблема. Наша проблема самая большая. Политикой заниматься надо профессионально. Когда в 1987 году в Улан-Удэ приехали
эстонцы, литовцы, латыши. Мы проводили с ними великолепные вещи. Они ставили мне вопрос: а сколько у вас этих самых освобожденных деятелей национального движения? Я тогда понятия не имел, как это освобожденных. А сколько у вас газет? Я говорю: «Правда Бурятии? Но это же государственная газета, как это так?» И так далее. То есть, понимаете, Ленчин сидит, ухмыляется, а это наша проблема. Это наша проблема, и мы не должны повторять, надо поднимать национальное движение на следующую стадию. Вот только это, чтобы меня вдруг неправильно не поняли, что все кончено. Да, ну я тоже добавлю, что да, как и политикой надо заниматься, так и армия тоже должна быть профессиональной, да, что сейчас уже времена партизанщины прошли, уже не получится, как Фидель Кастро, высадиться там, как бы, и где-то там в лесах партизанить, не прокатывает такое, и уже у школы есть такая возможность, там, в сторонке собраться, обучиться, подготовиться, и уже заходить профессиональные люди, как бы. Армия, она сама себя, скажем так, воспроизводит, потому что это уже структура, система, ну как и политика. Ну, сегодня у нас, да. Ну, я предполагаю, что Магомед задавили совсем его. поддерживает нас, особенно Владимира Андреевича. Я думаю, что если бы он был, он бы сказал, что он поддерживает. Ладно, мы, наверное, сегодня... Марин, давай я скажу. Да. Я тоже сторонник того, что никакого силового, так сказать, дезинтеграции империи не будет нынешней российской. Она действительно независимостью пойдет в руки каждому национальных республик, региональных областей. Но знаете, в чем дело? Когда развалился Советский Союз, то же самое произошло. То есть реально боролись только страны Балтии, советников. Эстония, Латвия, Литва. Они действительно боролись, да. Ну, украинская, можно сказать, что там была УНА-УНСО и так далее, вот эти отряды, которые там после войны еще долго в лесах воевали. Ну, а остальные-то республики бывшего Советского Союза, они действительно получили эту независимость даром. Но к чему это привело? То есть мы также можем в дальнейшем формально стать независимыми и так далее. Всего. Но мы же будем все равно, если мы не будем отстаивать свою реальную независимость, вот там тот же Таджикистан, Узбекистан, вот даже, можно сказать, про Казахстан, да, большое такое государство. Но они же все же на самом деле все настроены прорусски, проимперски по отношению к России. Они же все же в ВДКБ входят. То есть реальная независимость, я считаю, что у них не возникла. Она формально существует, но она не возникла, потому что ее никто не защищает. Нет нормальных армий, как говорит Амос. Если балтийские страны сразу же они стали членами Евросоюза, теперь они в НАТО вошли и так далее, то у них не есть защитный зонтик. А у этих республик у них ничего нету. Формально они независимы, но фактически они все зависят от России. Находятся в этой же зоне русского мира. Вот чтобы такого не было, вот надо то, что говорит Влад, то и делать. Ну, все. Согласна. Ленчин, у тебя там просто тоже фон такой громче тебя. Ну хорошо, все, я выключаюсь. Окей, мы тогда закругляемся на сегодня, да? Надеюсь, что через неделю выйдем, как обычно, нашим стримом с какой-нибудь темой интересной. Всем спасибо за эфир, всем, кто пришел на наш эфир. Спасибо за участие. Махтал. Да. Надо экономить время, дорогие друзья мои, говорить по существу. Мое пожелание к следующему стриму. Согласна.